Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы с вами, братья и сестры, продолжаем праздновать Пятидесятницу, но уже читаем не Евангелие от Иоанна, которое мы начали читать с вами сразу же после Пасхи и читали весь этот период, но начали читать с вами Евангелие от Матфея. И в этом как бы заметно сразу же перемена, что мы вошли уже в другое пространство после Пятидесятницы, пространство в такой, можно сказать, обычной жизни нашей. Закончился праздник, и нужно вернуться к тем заботам, которые нас мучают, терзают. И вот этот отрывок сегодняшний из Евангелия от Матфея, который говорит о том, что нужно мириться с твоим соперником, с которым ты что-то не поделил, что-то считаешь, что в чем-то не прав, с которым у тебя возник спор. Нужно мириться на пути к судье. И, конечно же, это образ судьи небесного и суда высшего, суда Божьего. Путь же этот – это наша жизнь, это то время, которое отпущено каждому из нас, чтобы что-то понять. Мы в молодости горячимся и порой бываем бескомпромиссны, считая, что правда всего лишь одна, что делать можно только вот так, как открыто нам, как, может быть, нас научили наши прекрасные родители или кому попались замечательные учителя. Но со временем мы понимаем, что на самом деле человеческой правды и ее вариаций очень много. А вот правда Божия, она всего действительно одна. И мы учимся стремиться именно к этой правде Божией, правде, которую открывает нам Господь Иисус Христос, в том числе, говоря в Евангелии, и в том числе сегодня, с чего началось сегодняшнее чтение. Не просто не убивай, что сказано уже в законе, не просто не лишай человека жизни, но не убивай его даже словом, даже в мыслях, даже в своей памяти. Никто не может быть убит, потому что все живы в Боге, потому что Бог всех принимает в свое естество, в свое божественное сердце, свою сердцевину. Каждому, даже самому отъявленному злодею в этом мире, Бог надеется дать жизнь вечную. Что произойдет с этим человеком, мы не знаем. Но Он обращается к нам, Господь говорит: не отбрасывай никого, потому что ты не знаешь судьбы этого человека. Никого не суди окончательным судом, потому что этот суд принадлежит Богу. Ты не можешь судить и принимать окончательное решение, тем более такое окончательное решение, которое вообще не имеет возврата, такое, как лишение жизни человека. Но он обращается к нашей обыденности. Понятно, что и время сейчас другое, и мы с вами не воины, которые вынуждены убивать по приказу или по необходимости какой-то. Но это убийство происходит в нашей жизни на таком очень простом бытовом уровне, к которому обращается Господь. Всякий, кто скажет другому «рака», кто осудил его, кто скажет «идиот», как это звучит в славянском языке, или «безумный» в русском языке, то есть ненормальный, тот, кто не может нормально в этом мире жить, тот оказывается
осужденным. И вот, собственно, это и есть то самое, что требуется нам, требует исцеления нашего. Потому что до тех пор, пока мы раздаем эти вердикты направо и налево, мы отгораживаем себя от божественной благодати, от того, что проявляется уже в этом мире, здесь и сейчас. И нам так важно, не дожидаясь смерти, когда наступит этот самый последний суд для каждого из нас, научиться хотя бы немножечко прощать, хотя бы немножечко давать свободы другим людям, хотя бы чуть-чуть оставлять в своем сердце, в своем размышлении сомнений, а точно ли я прав, а нет ли правды и в том, что говорит вот этот человек, казалось бы, безумные слова. Пусть Божья сила коснется нас и даст нам возможность обрести эту, на самом деле, истинную свободу, свободу от осуждения других. Аминь.